Владимир Тимин. Мальчик из Перми-Вычегодской. Соколова Лариса Семеновна прочитает отрывок из исторической повести для детей «Глаза леса». Вскоре показалось устье реки Йорец. Сквозь тучи пробивалось нежаркое солнце, даря природе последнее тепло перед долгой северной зимой. Увидев небольшую курью, решили остановиться на отдых. Йорец с каменным дном. Это неспокойная вымь. Сейчас надо будет работать шестом до поту. Лодка мягко ткнулась в песок. Ребята вытянули ее повыше на берег. Теперь никуда не денется. Разожгли костер, срубили колья с рогульками, два по бокам. На них перекладина, над огнем повесили котелок. Можно было сварить суп из сухого овечьего мяса, но это долго. Лучше каша, быстро и сытно. В воде около берега играли мальки, а на середине курьи вода темная, там глубоко. Ребята закинули удочки. Чангыр, склонив голову на бок, внимательно смотрела на воду, туда, где исчез поплавок Тике. И мальчик замер. Эх, тяжелая рыбина! Громко плеснула хвостом и скрылась в темной воде. Чангыр жалобно заскулил. «Тике!» — закричала Ильянка. «С твоей удочки я сорвался и засмеялась. Ха-ха, это ж подарок русалке, не жалей!» «Не жалею!» — радостно сказал Тике. «Русалке или водяному все равно. Конечно, рыбачить лучше всего на рассвете или на закате. В это время у рыбы жор, кто об этом не знает. Но вечера некогда ждать, путь еще длинный, а так хочется свежей рыбки. Тике, не накормишь нас кашей здесь, на реке?» — конючит Кыва. «Во-первых, рыбачить некогда, — говорит брат. Во-вторых, кормить будешь ты, а не я. И не прикидывайся маленькой, раз с нами увязалась». Все-таки немного рыбы поймали, всякую брали, и большую, и мелочь. Ильянка устроилась в стороне на быстрине и вытащил несколько хариусов. Хорошо, вечером уха будет. Приятно сидеть у костра на берегу. Хоть на огонь гляди, хоть на воду. Ни то, ни другое не надоедает. Кругом птицы поют, правда? Уж неохотно по-осеннему поют, даже и разговаривают. А близкий лес под ветром и сам выводит на бесконечную песню. «Вон, смотрите, Чаныр, сейчас тоже рыбку поймает!» — показал Кыва на Чаныра, который почему-то забрел в воду. «Рыба Чаныра ни к чему!» — наставительно сказала Ильянка. «В воду собака заходит перед дождем. Пора отправляться. А тут в лесу бруснику видела, видимо-невидимо. Может, пойдем собирать?»